Почему немецкие танки часто ломались и вязли в грязи, а советские нет? Во-первых, немецкие ПЗ-4 «Тигр» и «Пантера» имели узкие гусеницы, что давало им преимущество в городских боях, но на грунте высокое давление на поверхность было избыточным. У советских Т-34 и КВ гусеницы были широкими, равномерно распределяя вес. В грязи, болотах и на снегу наши танки плыли по поверхности, а немцы проваливались и садились на брюхо. Еще немецкие танки проектировались с акцентом на точность, мощь и качество. Дорогие двигатели, сложные коробки передач, торсионная подвеска и много шестеренок. Это работало в Европе, на хороших дорогах, но на бездорожье в СССР грязь быстро забивала механизмы, а ремонт в полевых условиях был либо невозможен, либо сильно затруднен. Когда танк вяз или ломался, его часто просто бросали. Советские танки были простыми в обслуживании в любых обстоятельствах и не имели проблем с логистикой, даже глубоко в Европе.